Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 апреля. Это у нас будет вторник. Смотрим мы все знаки зодиака по очереди, по 6 знаков в двух видео. Начинаем с Овнов. Овны, 11 апреля, вторник. События дня. Печаль первая выпадает, колодец. И ключик. Такие крайности. Ключик показывает, да, что все в ваших руках, и вы можете совсем справиться. Но при этом есть печаль. Возможно, смотрите, какая-то ситуация произойдет, да, и вас очень сильно расстроит, но ключ показывает, что все в ваших руках, да, то есть не стоит переживать, нужно просто взять все и исправить. Может быть, для вас такая тут подсказка. Дети, цыплята. Возможно, вот с детьми будут связаны переживания. Или цыплята — это еще что-то новое. Например, там, не знаю, идете в новое место, идете устраиваться на новую работу, да, то есть и печаль переживаете, или что-то идет не так, как вы хотели. Ну да, смотрите. Будет какая-то еще, может быть, деловая встреча. Но ножички показывают, что вопрос решится. Солнышко. И вот вам уже хорошее настроение. Казенный дом. Это госучреждение. Неприятность. И вот как раз неприятность будет первым событием. Да, то есть, получается, произойдет неприятность, и вот это вас и расстроит. И новость еще есть. Значит, смотрим, получается у вас в этот день с утра может быть неприятность, которая вас очень сильно расстроит, но есть ключ, да, поэтому вы этого можете избежать. Дальше общение с семьей, с детьми, деловая встреча, решение вопроса, посещение госучреждения, возможно, в госучреждении будет решение вопроса, хорошее настроение и получение новости. То есть у вас только с утра, видите, получается какая-то неприятность. Ну, будем надеяться, что по ключику вы ее избежите. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Тельцы, 11 апреля, вторник. События дня. Ожидание, корабль. Будильник, время. Ну, у вас, скорее всего, видите, показывает, если время, будильник обычно показывает опоздание, то в вашем случае наоборот. Да, то есть вы будете долго ждать, а не опаздывать, наверное, потому что корабль еще выпал.
Казенный дом. Вот, возможно, если вам надо в этот день в какое-то госучреждение на определенное время, то кораблик показывает, что вы будете там сидеть и ждать. Приглашение. Так, проверяем теперь горизонтали, вертикали. Ну, я не вижу. Значит, смотрите, получается 4 события. Первое с утра показывает ожидание. Второе, в этот день обязательно куда-то надо будет на определенное время. Да, то есть у вас с этим будут какие-то проблемы, там, или спешка, или ожидание. То есть время будет доставлять вам неудобства. Посещение госучреждения и приглашение. Ну, вот такие события выпали у вас. Вам надо следить за временем. Очень тщательно во вторник. Благодарю за внимание. И перехожу я к близнецам. Смотрим близнецы. Одиннадцатое апреля, вторник. События для близнецов мне покажите. Ключ. Все в ваших руках будет во вторник. Будет так, как вы себе захотите и задумаете. Общение с детьми. Приглашение. Обман. Деловая встреча. Возможно, будет обман на встрече. Горизонталь, вертикали нет у вас совпадений. Диагоналями соединять нельзя. Да, то есть вот там розочку нельзя соединить, свидание нельзя. Смотрим, что получается. У вас 5 событий. Первое. Сразу же выпал ключ, да, который говорит, что в этот день все в ваших руках. Да, то есть, если видите какие-то закрытые двери, значит, они перед вами откроются. То есть, тут точно переживать не стоит. Дальше будет общение с детками. Будет приглашение, будет какая-то встреча, ну это больше рабочая, деловая. И вот единственный минус у вас — это обман, маска. Вас может кто-то обмануть. Иногда проигрывается, как мы обманываем, да, то есть мы одеваем маску для того, чтобы обмануть других людей, поэтому может быть и так, и так. Но если вы никого обманывать не собираетесь в этот день, то тогда это обманут вас. Так, хорошо, смотрим дальше. Раки. Что будет у раков, сейчас посмотрим. Раки, 11 апреля. События дня. Вторник, раки.
Свиток, встреча. Интимная связь, кровать. Любовь. Или еще, смотрите, мог быть цыпленок. То есть тут либо сердце, либо цыпленок. Ну, я увидела сердечки первые. Если вы увидели цыпленка, значит, у вас общение с детьми. Если сердце, общение с любимым человеком. Рыба и нерешенный вопрос. Показывают, видите, что, возможно, состоится встреча во вторник, но вопрос решен не будет. И рыба показывает какую-то хитрость, обман. Возможно, сделают какое-то предложение, да, ну, как решить этот вопрос. Но это будет как-то вот незаконно, да, то есть это всегда какой-то обман. Поэтому тут лучше 10 раз подумать. Тайное свидание. Мешок с деньгами, возможно, траты, да, то есть на это свидание. Проверяем горизонтали, вертикали. Горизонтали нет, вертикали. Череп нельзя. Ножницы, видите, не получается. Один шаг буквально. Да, то есть до решения вот этого вопроса остался один шаг. Так, и здесь нет. То есть получается в этот день, во вторник, у вас будет встреча. На ней не решится какой-то вопрос. Ну, скоро очень уже он у вас решится. И дальше все будет хорошо в личной жизни. Смотрите, выпадает любовь, кровать, свидание, траты. Возможно, вот траты будет на свидание или на личные отношения. И единственное, что мне нравится здесь, это рыба. Да, то есть рыба — это всегда какие-то хитрости, обманы, манипуляции, когда человека заманивают в ловушку. Поэтому, возможно, на этой встрече будут какие-то хитрые предложения. Может быть, как решить этот вопрос, да, то есть быстрее. Поэтому тут вот вам надо быть очень осторожными во вторник. Ой. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Львы, смотрим, что у вас. 11 апреля, вторник. События для львов. Покажите мне. Смотрим, львы. Гости показывают у вас первое событие. Чашка чая. Якорь. Якорь — это когда ничего не происходит. Да, то есть когда мы где-то бросаем якорь и долго находимся в одном месте. Еще рядышком выпадает тайна. То есть откроется какая-то тайна, какой-то секрет. Ну, возможно, вот с гостями проведете много времени, будете делиться какой-то информацией. Еще есть нерешенный вопрос. Подряд тут прям выстроились у вас. Приглашение.
Смотрим горизонтали, вертикали. Удача есть. Подкова. Здесь нет, нет. И здесь есть еще цыпленок. Цыпленок — это детки, общение с детьми. Значит, что у нас получается у вас? У вас в этот день есть приглашение и есть гости. Возможно, вас пригласят в гости. Дальше у вас будет в этот день нерешенный вопрос. Да, то есть какой-то вот вопрос не решится. Видите, потому что ножницы не выпали, поэтому решения его во вторник не будет. Дальше откроется какая-то информация в этот день. По якорю вы проведете много времени где-то в одном месте. Ну, я думаю, что это с гостями имеется в виду. Дальше будет общение с детьми и будет удача. Ну, вот как-то, видите, удача появляется поздно, поэтому, видимо, она вам тут вот не поможет решить этот вопрос. Так что вот такие события для вас, львы, на вторник показали. Благодарю за внимание. Перехожу я к девам. Девы. 11 апреля. Вторник. События для дев. Сразу же чемодан выпадает, разлука. Разлука, расставание, встреча после долгой разлуки. Покупка чемодана, иногда прям вот в лоб события нам показывают. Сбор чемодана. Бабочку нельзя. Слезы. Может быть, действительно кто-то уезжает из близких, да, то есть куда-то, и слезы показывает. Прям печаль, смотрите. Да, то есть не просто слезы, а глубокие, сильные переживания. Еще и неприятность. Что за день такой? Сейчас проверим, может по периметру будет что-то хорошее. Выбор. Весы. Два варианта, и как-то они будут связаны с неприятностью. Может быть, не тот вариант и выберете. Да, то есть будет два, вы выберете не самый удачный. Так, и здесь нет. То есть получается, ну у вас такой, видите, день, все события выпали со знаком минус. Ну, кроме когда вот чемодан иногда со знаком плюс проигрывается. То есть человек, например, наоборот, мы с ним были долго в разлуке, да, то есть он приезжает. В общем, чемодан. Дальше очень сильные переживания, слезы. И здесь похоже, что они будут из-за неприятности. То есть произойдет какая-то неприятность, связанная с выбором в этот день. И вот после этой неприятности вы очень сильно будете переживать. Возможно, что сделали не тот выбор. Я думаю, как-то так. Поэтому хорошенечко все взвешивайте и обдумывайте, да, то есть когда будете выбирать между двумя вариантами, принимать решение какое-то. Вот такая для вас подсказочка на вторник. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут дальше в другом видео, да, во второй части. Ссылочку для вас я оставила внизу под этим видео в описании. Нажимайте, переходите и
смотрите свой знак. Жду вас во второй части.